Более 80 организаций Коми будут привлечены к административной ответственности за невыполнение уборки снега. С начала января в службу Стройжилтехнадзора поступило около 500 жалоб на низкое качество или отсутствие уборки снега во дворах. Сигналы поступают через социальные сети и платформу обратной связи «Решаем вместе». Штраф за это нарушение для управляющих организаций составит от 250 до 300 тысяч рублей. Для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Во всех городах и районах республики продолжаются ежедневные рейды. Напомним, что вопрос расчистки дворов и дорог от снега стоит на контроле временно исполняющего обязанности главы Коми Ростислава Гольштейна. Плохая очистка дорог и дворов от снега – одна из главных проблем в зимнее время. Предусмотренные законом нормы и правила соблюдаются далеко не во всех муниципалитетах. В Инте специалисты УЖКХ ежедневно инспектируют дороги и дворы. Подрядчикам и управляющим организациям указывают на недоработки. Коммунальные службы стараются направить все силы на обеспечение непрерывного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов. Дорожные рабочие трудятся посменно, в том числе и в выходные дни. Экспентируем мы их каждый божий день. Это уже у нас вошло в привычку. Каждое утро сами объезжаем город, территории все. Начиная у нас с простых инженеров, инженера первой категории, заканчивая мной, мы объезжаем, ходим пешком везде. Просто иногда читаю комментарии, бывает, пишут, что никто не ходит, то есть, вернее, не ездит на машинах. Все мы ходим пешком, все мы ездим, все мы все видим, мы также живем в этом городе. Работаем напрямую с подрядчиками, с управляющими компаниями. Ежедневно у нас уже просто доходит в ручном режиме, на телефоны, на звонки с утра, вечером, днем, в любое время. Также хочу спасибо сказать жителям, которые также неравнодушны относятся. Бывает, многие звонят нам напрямую. Мы знаем многие участки, которые проблемные вопросы решаем, делаем. Пишем предписания подрядчикам, устраняют. Бывает, иногда плохо делают, но боремся, ругаемся, приходим к какому-то одному консенсусу. Все стараемся делать. Подрядные организации, которые занимаются обслуживанием и содержанием дорог, в первую очередь убирают снег на перекрестках, пешеходных переходах, тротуарах, возле образовательных организаций и остановочных комплексов. В плохую погоду может быть задействовано более 10 единиц техники одновременно. Понятно, что сразу все не почистить, не сделать, но все равно я считаю, что у нас в городе не так уж все запущено. Понятно, вот, допустим, если взять сегодня, опять у нас метель, штормовое предупреждение, техника уже запущена, работает, с 5 утра уже патрульная очистка производится. Понятно, что в первую очередь у нас производится очистка автомобильных дорог. Связано это, опять же, с безопасностью дорожного движения, пешеходные переходы, соцобъекты все, пошгидранты. Все это для того, чтобы предотвратить какие-то либо случаи. Потом уже после этого уже переходят на очистку тротуаров, пешеходных дорожек. Поэтому понятно, что есть очень заметные части, вот такие, как, допустим, за дом быта на Промышленную. Там действительно при метели там сразу все заметает. На Мира 38, на Куратова, на Морозова, многие места такие. Все мы их знаем, стараемся, делаем. С управляющими компанией тоже так же. В основном, да, по телефонам. Созваниваемся, дворовые территории очистка, понятно, производится, также посыпка производится. Все знаем, все делаем. Управляющие компании, которые не хотят получать предписания и штрафы, стараются выполнять свои обязанности добросовестно. Работники ЖЭКов внимательно следят за прогнозом погоды, заранее заказывают снегоуборочную технику или сами берут в руки лопаты и расчищают дворы от снега. Но во время метели сиюминутно привести в порядок придомовые территории невозможно. Жалобы тоже постоянно у нас на управляющей компании. Нет ни одной такой управляющей компании, на которую нет жалоб. На все жалуются. Также в телефонном режиме созваниваемся, стараемся, делаем, что в наших силах, договариваемся с управляющими, помогаем жителям также. В большей степени управляющие идут на контакты, также решаем вопросы. И мой совет, если вдруг уж управляющая компания не идет совсем на контакт, у нас есть ГЖИ, обращайтесь туда, и, пожалуйста, там уже будут на уровне республики решать вопросы.
Предпринимателям и руководителям социальных учреждений тоже необходимо внимательно следить за состоянием территории возле магазинов и подведомственных объектов. Если снег наметается быстро, его нужно убирать каждый день. При возникновении скользкости необходимо участки посыпать песком.